В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Толщина льда больше нормы, наладки связи и проверка гидротехнических сооружений. В правительстве Якутии обсудили подготовку к паводковому периоду. По-прежнему высокими остаются показатели заболеваемости коронавируса в Алданском районе. Врачи считают, что переломить ситуацию поможет активная вакцинация. Добровольную отставку главы Нерюнгринского района Виктора Станиловского обсудила мандатная комиссия. Какое решение принято по вопросу? 50-градусные морозы жильцы одного из домов в Якутске уже второй месяц остаются без тепла и без канализации. Почему бездействует УК? А те, кому негде спрятаться от суровой якутской зимы, погибают. В сети все чаще появляются видео с замерзшими животными и птицами. Изучением аномалий занялись ученые. Мирнинский район отметил свой день рождения. Помимо традиционного награждения активистов, в алмазной столице открыли выставки местного творчества. 120 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. Таковы данные регионального оперативного штаба. В Якутске 38 заболевших, в Мирнинском районе 23, в Алданском 17, в Нерюнгринском 11. От 1 до 6 случаев выявили еще в 10 районах. За сутки лаборатории региона провели почти 1800 исследований на COVID-19. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алданском районе остаются высокими. Ежедневно выявляется порядка 10 заболевших, а то и более. Специалисты уповают на то, что сдерживанию роста будет способствовать начавшаяся вакцинация. Подробнее о статистике и принимаемых мерах Татьяна Вахнина. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции не теряет напряженности. Без малого 500 человек находятся под медицинским наблюдением. Чуть более 30 пациентов получают лечение в инфекционном отделении Алданской ЦРБ. За последние сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 9 человек. Специалисты отмечают тенденцию к стабилизации ситуации, однако численные показатели оцениваются как высокие. К сожалению, мы входим в пятерку лидеров по выявлению новых случаев новой коронавирусной инфекции. Болезнь пока не отступает, и большие у нас надежды на вакцинацию населения. Основную долю заболевших составляют люди старшего возраста. Ситуация среди детей и подростков остается спокойной. По данным районного департамента образования, в настоящее время диагноз COVID-19 подтвержден у 5 школьников и 2 педагогов. Переведенных на дистанционное обучение школ нет. Действовавший ранее режим карантина в некоторых образовательных учреждениях снят. Пандемия меня научила тому, что встречаться – это здорово. Встречаться с детьми, встречаться с родными, потому что, когда мы сидели действительно дома, могла развиться депрессия. Несколько дней назад в Алданском районе началась вакцинация против COVID-19. На 3 действующих медицинских участка поступило 900 доз вакцины ГАМ-ковид-вак. За 4 дня прививки получили порядка 200 человек. Процедура оформления совершенно недолгая, занимает минут 5, в зависимости от того, как видит человек. Просто для пожилых немножко трудность создает работа в очках, если забывают очки. Но у нас есть волонтеры или медработники, которые помогают заполнять анкеты. Анкеты заполняются буквально 5 минут. Там совершенно простой опросник. В основной массе алданцы признают бесспорную пользу вакцинации. Запись в прививочный кабинет идет активно. Врачи напоминают, лучшей защитой против вирусов и инфекций является профилактика. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Вопросы управления качеством образования стали главными на традиционном январском совещании работников образования Якутии. Министр науки Михаил Сивцев подвел итоги года и определил задачи. Он отметил, что помимо создания всех условий для получения образования, необходимо не забывать и о его качестве. Между тем, в приоритете остаются реализация национальных проектов страны, решение задач, включенных в указ главы республики. Так, к примеру, по проекту «Современная школа» в 2020 году в Якутии введены 2 новых объекта. Школа в селе Балыктак Мегино-Кангаласского района и пристрой к школе номер 31 в столице региона. Напомним, что в национальный проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, всего включены 10 федеральных проектов.
у нас существенные изменения произошли в государственных программах. То есть это основные механизмы, как мы можем помогать, как мы можем влиять на систему. Это, конечно же, наша государственная программа развития образования, ряд новых блоков, касающихся, прежде всего, работы над качеством образования. Ну и, конечно, знаковое событие. Мы примерно 2 года шли к этому. Мы готовили отдельную самостоятельную государственную программу научно-технологическое развитие Республики Саха-Якутия. Айсен Сергеевич ее подписал в прошлом году и предвосхитил решение президента Российской Федерации, который объявил 2021 год годом науки и технологий в нашей стране. В этом году выпускников ждут изменения в процедуре сдачи экзаменов. Для получения аттестата о среднем образовании школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же, кто собирается в высшие учебные заведения, для получения аттестата будет достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ только по русскому языку. А итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной итоговой аттестации. Государственные выпускные экзамены пройдут в конце мая. В свою очередь, основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники прошлых лет, так и этого года. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в учреждения высшего образования. Для них, для выпускников текущего года, при этом обязательно только ЕГЭ по русскому языку. Все остальные экзамены они будут сдавать по своему выбору. А для тех детей, которые не планируют поступать в вузы, они будут сдавать государственный выпускной экзамен. Это форма контрольной работы или, как мы раньше говорили, традиционные экзамены. Также изменения у нас со сроками итогового сочинения. Если раньше итоговое сочинение выпускники сдавали в декабре и феврале, то в этом году это испытание перенесено на вторую половину апреля. В Якутии началась подготовка к паводкоопасному периоду. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством вице-премьера Алексея Колодезникова. По данным Гидрометцентра, из-за аномально холодной зимы толщина льда сформировалась выше нормы от 10 до 40 сантиметров. По словам вице-премьера, необходимо увеличить объем закупаемых взрывчатых веществ, расширить республиканский резерв быстро возводимых дамб. По итогам заседания Главному управлению МЧС совместно с Мининновацией поручено проверить доступность связи в отдаленных районах республики. А глав муниципальных образований обязали начать плановую проверку состояния гидротехнических сооружений на местах. Мы выпустили уже распоряжение правительства в части задач органов исполнительной власти, муниципальных образований, предприятий и учреждений по безопасному прохождению весеннего половодья. Сейчас должны отработать по восстановлению связи КСОН, чтобы оповещение у нас своевременно проходило. Ослабление прочности льда, конкурсы уже начинаются, и в начале марта этот договор все будут заключены, чтобы уже в марте, в конце марта и начале апреля эти работы проводить. То есть готовность в принципе есть, просто мы сейчас должны усилить мероприятия, чтобы во всеоружии к паводку подойти. В 50-градусные морозы жильцы дома по улице Лермонтова, 170/1 Якутска остаются без тепла и канализации вот уже второй месяц. По их словам, УК, который обслуживает этот дом, отказывается решать проблему. В ситуации разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сардана – единственная жительница этого дома, которая живет у себя в квартире с несовершеннолетним ребенком на первом этаже. Она вместе с ним ходит по дому только в верхней одежде. В прошлом году, когда начались сильные холода, полопались трубы. Поменять их на новые ей не удалось. Ну, расскажите, вот как вы сейчас живете, в каких условиях? Условия, конечно, страшные. Через газ. Потому что я отопление хотела сделать, не успела в этом году. Потому что опять перемерзло у меня. Я все убрала, и трубы, и батареи, даже печку убрала. А потом сейчас вот насчет туалета. Вот теплоэнергия ничего не хочет делать. Вот посмотрите у меня какой унитаз. Все на пушке, да, только у вас? Да, вот каждое утро вот сюда сливаем ведро и на улицу выносим. И в ванной тоже такая же система.
Ну, а вообще вот обращались в управляющую компанию, что говорит управляющая компания? Управляющая компания говорит только весной. Весной только. Ждите, только вот ведерная система у вас. Все, ничего не говорит. Я уже сколько к ним обращалась, уже сколько звонила. Вот соседки все тоже. Постоянно. Я даже говорила, хотя бы сантехников отправьте, хоть посмотрят что-нибудь это. Она говорит, отправим, и, конечно, никого не отправим. ЭДС звоним. Тоже такая, вот, везде отказ. Все квартиры благоустроенные, но из-за того, что промерзла система канализации, сливать отходы невозможно. Вокруг дома из-за этого образовалась ледяная корка. Сегодня приходили опять же сантехники. Вот видите, там было все замерзшее. Вот эта канализация все вытекает. Получается, что у него канализация замерзла. Мы обращались в теплоэнергию. Они сказали, что замерзла из-за того, что канализационный колодец стоит выше, и труба, канализация не может попасть в колодец канализационный. Из-за этого, значит, они ничего не греют. Канализация-то все бежит. И сейчас сами свидетели, да. Я вообще не понимаю, почему они не могут заказать, например, машину, отогреть ее, пропарить ее, отогреть ее. Это все возможно сделать. Они не хотят просто заниматься этим делом. Как сообщили в управляющей компании «Теплоэнергия», они в курсе того, что там сейчас происходит. Но решить проблему в экстренном порядке, по словам жильцов, они не собираются еще до весны. Акт составили об аварийном доме, канализация не работает. Управа Сайсарского округа уведомлена. В подъездах развесили объявление о том, что канализация не работает. О проблеме данного дома были в курсе все коммунальные службы, но решить его даже и не пытались. Это видно невооруженным взглядом. Ведь исходящие из дома жидкие отходы не попадают в канализационный колодец. Как сообщает управление Сайсарского округа, управляющая компания проведет уборку наледи и ремонт входной двери. Письмо по разливам канализации направлено в водоканал, так как требуется произвести ремонт колодца. Сейчас это лишь часть проблемы, а весной, когда все это начнет таять, вся жижа попадет не только вовнутрь квартир первого этажа, но и будет благоухать на весь округ. А пока Сардана вместе со своим сыном ждут, когда коммунальщики возьмутся за дело. Ведь в таких условиях юному горожанину невозможно даже учить уроки. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерингре состоялось внеочередное заседание мандатной комиссии по поводу отставки главы района. Напомним, в понедельник, 25 января, Виктор Станиловский объявил о своей отставке в связи с семейными обстоятельствами. О решении комиссии Ирина Кичигина. На заседании было вынесено два вопроса. Это досрочное сложение полномочий главы Нерингринского района по собственному желанию и проведение досрочных выборов. Эти вопросы были рассмотрены, и депутаты единогласно проголосовали принять отставку и вынести этот проект решения на внеочередную 19-ю сессию районного совета депутатов. Внеочередные выборы главы Нерингринского района рекомендовано провести 25 апреля текущего года. Вот эти годы, которые мы вместе работали, депутаты и Виктор Николаевич, нам было комфортно работать. Мы находили практически по всем вопросам взаимопонимание. Хочется пожелать Виктору Николаевичу дальнейшей успешной работы на благо жителей нашего района и нашей республики. Сам Виктор Станиловский подвел итоги своей деятельности в качестве главы, выразил готовность продолжать работу на благо Нерингринского района и поблагодарил депутатов за совместную плодотворную работу. Мы с вами понимаем прекрасно, что те сегодняшние хорошие движения финансовых ресурсов в сторону района, очень мощные проекты, которые сегодня осуществляются на территории района, они не были бы, наверное, осуществимы, если бы у нас с вами не налажена была конструктивная связь. Внеочередная 19-я сессия районных депутатов состоится в ближайшую пятницу, 29 января. Тогда решение по вопросам отставки и назначения даты выборов будет принято окончательно. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерингри. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Тяжелое освоение новых технологий и утечка кадров в другие регионы и страны. На форсайт-сессии в Якутии обсудили проблемы и перспективы подготовки специалистов. В
сети все чаще появляются видео с замерзшими животными и птицами. Изучением аномалий занялись ученые. Мирнинский район отметил свой 56-й день рождения. Это итоги дня. Продолжаем программу. Впервые на территории региона сегодня стартовала онлайн-ярмарка вакансий на площадке Zoom. Организаторами стала региональная служба занятости населения и правительство Якутии. Сколько вакантных мест представили в онлайн-формате и как будет работать ярмарка, расскажет Дмитрий Тымыров. Онлайн-ярмарка вакансий начал свою работу ровно в 10 часов. В это время одновременно на всей территории Якутии в Центре занятости населения заработали онлайн-площадки по предоставлению вакантных мест. Сегодня и завтра будут работать 21 площадка, которая охватывает все направления хозяйственной деятельности, ну и, конечно же, и бюджетную сферу. У нас участвуют практически все министерства наши. Они будут организовывать самостоятельно через непосредственно Zoom онлайн-ярмарки. И, соответственно, сегодня у нас 600 работодателей участвуют, и порядка 3000 вакансий они выставили именно подходящие под трудоустройство молодежи. В официальной части мероприятия принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что это уникальный шанс для молодежи со всех уголков нашего региона найти именно ту специальность, где они хотели бы работать. Современные технические возможности сегодня не только стирают границы, но и открывают новые двери перед современным человеком. Я искренне благодарен нашим крупным компаниям, действующим на территории республики, за их заинтересованность в подготовке и в подборе кадров из числа якутян. С каждым годом растет число компаний, партнеров проекта «Местные кадры в промышленность». Повсеместно на предприятиях внедряется система стажировок для молодых специалистов. На сегодня, с начала проекта в 2017 году, на самых передовых предприятиях уже устроилось свыше 25 тысяч жителей республики. Во время онлайн-ярмарки работают несколько площадок, где участники могут принять участие в мастер-классах и различных вебинарах. Офис «Мои документы» на сегодня приглашает соискателей из числа экономистов, юристов и инженеров. Сегодня к нам подключится менеджер по персоналу отдела управления персонала Маркова Анастасия Валерьевна. Сейчас мы принимаем анкеты через портал региональный Якутия. Я кратко расскажу, как можно подать это. Также расскажу информацию по поводу нашей оценки, как вообще мы работаем. Помимо этого, большой блок во время работы онлайн-ярмарки предоставили представителям молодежного правительства. Здесь они рассказывают о вакантных местах и критериях отбора персонала на государственную гражданскую службу и проведут ряд презентаций. Высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия презентует кадровый портал «Команда Республики Саха-Якутия». А руководство Министерства молодежи Якутии презентует работу республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Сегодня мы официально объявляем прием заявок от молодежи Республики Саха-Якутия для прохождения стажировок в министерствах и ведомствах. Масштабная онлайн-ярмарка вакансий будет работать 2 дня. Более подробную информацию можете узнать на официальном сайте службы занятости региона. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии провел форсайт-сессию по отрасли промышленности в рамках январского совещания работников образования. Для обсуждения тенденций и перспектив развития отрасли на площадке ЦОП и онлайн-платформе собрались представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, крупных промышленных предприятий и другие. Выявлены тренды к цифровизации и автоматизации производств, оттоку квалифицированных кадров в другие регионы и страны, риск истощения природных ресурсов и так далее. Наиболее перспективными аспектами подготовки кадров в будущем эксперты считают гибкость в отношении к новым технологиям, навык быстрого переобучения, подготовленность к автоматизации производства, смешение сквозных цифровых и базовых профессиональных компетенций. И я надеюсь, у нас получится довольно удачно наладить эту работу с школьниками, с абитуриентами на тему их выбора профессии, именно с точки зрения такого осознанного подхода к профессии опережающим путем. Для этого нам как раз понадобится и исследовательская часть, создание того же атласа новых профессий, и, конечно, более методологическое погружение на уровень именно донесения этого смысла до школьника, с которым надо говорить, конечно, на его языке.
Мердинский район отметил 56-летие с момента создания муниципального образования. В честь этого состоялось торжественное собрание. Республиканские муниципальные награды и звания вручили представителям различных профессий, труженикам, внесшим ощутимый вклад в развитие района. На мероприятии были озвучены достижения прошедшего года. Отмечено, что несмотря на все сложности, получены позитивные результаты. Также глава района озвучил основные цели на этот год. Кроме того, в честь праздников в картинной галерее города Мирного открылась выставка «Грани алмазного края». Посетителям представлены инструменты, используемые в геологических экспедициях, фотохроника о временах строительства города, а также работы мастеров и художников района. Это живопись, литература и уникальные творения декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до 20 февраля. Введена в эксплуатацию новая школа на 250 мест в поселке Алмазный. Построен отличный мост через реку Малая Петвобия, связавший нас круглогодичной дорогой с соседним Сунтарским улусом. Наши граждане вселяются в новые дома, а школьники, студенты, жители отдаленных наследов получили доступ к самым современным образовательным технологиям, передовым средствам связи. Перед нами вновь стоят важнейшие задачи. Мы будем строить крупнейший в нашем регионе современный авиацентр. Начнется асфальтирование Мирнинского участка федеральной трассы Белюй. Приступим к возведению Дворца детства в городе Мирном и продолжим жилищное строительство. Календарный план спортивных мероприятий и итоги прошедшего года рассмотрели и обсудили сегодня представители курирующего министерства и Федерации спорта. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи под председательством премьер-министра республики Андрея Тарасенко. Всего в Якутии работают 64 спортивных федерации, 25 из них курируют паралимпийский спорт и 5 национальные виды. По итогам прошлого года самыми массовыми видами названы волейбол, плавание и баскетбол. К примеру, в одной только федерации по волейболу насчитывается более 30 тысяч спортсменов. Между тем, лучшие результаты по итогам соревнований показали шашечный спорт, масс-рестлинг и вольная борьба. Что касается планов на 2021, все запланированные спортивные мероприятия будут проведены в срок, исходя из складывающейся ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. В Якутии из-за 50-градусных морозов начали замерзать птицы и звери. Так в сети все чаще стали появляться видео с найденными в разных концах региона зверьми. Для многих из них аномальная зима стала последней. Ульяна Шагина продолжит тему. Видео замерзшей косули появилось в сети совсем недавно. Представитель оленьих сидит прямо на дороге и уже никак не реагирует ни на машину, ни на свет от фар, ни на человека. Голос за кадром пытался отогнать животное, но в ответ истошный крик. А на этом видео детеныша косули, для которой якутская зима стала последней, обнаружили уже инспекторы департамента охотничьего хозяйства на территории Хангаласского района. Сотрудники не увидели на ней следов пули или других животных. Пытаясь спрятаться от холода, он зарылся в снег и замерз. Между тем, туши замерзших косуль привезли для изучения в Институт биологии. Ученые отмечают, сибирская косуля не аборигенное для нашего региона животное, которое только в 50-х годах прошлого столетия освоило центральную Якутию. Для этих животных, в том числе и для их детенышей, холода переносятся сложно. Для них очень-очень трудно выживать в этих условиях. Они постоянно должны раскапывать снег, добывать пищу, каждую ночь здесь делать лунки. Обессиленные животные уже уже не могут себе лунки делать, уже начинают погибать потихоньку. Сейчас задача ученых – выявить причину смерти животных. Кроме холода, на это могут повлиять и другие факторы. Могут быть подранки, могут быть какие-то заболевания от паразитов, может быть. Причин-то много. Скорее всего, также из-за холода сова никак не реагирует на человека. Она пытается взмахнуть крыльями, но взлететь или убежать не получается. А на этом видео мужчины в лесу нашли рябчика, который, к сожалению, не выжил. Чуть больше повезло этой птице, которую подобрали и отогрели в машине. Ученые разводят руками. Причина такого поведения животных им пока неизвестна. Для получения более точного ответа всех животных на видео нужно осмотреть. Но птиц пока не привозили. Природные виды птиц, они приспособлены к условиям среды обитания. Некоторые птицы, которые у нас зимуют, они в основном зимуют под снегом, делают запасы, и они выживают. Но все равно какой-то процент все равно погибает, не перезимует зиму. Из-за этого мы пока
ждем этих птиц, чтобы посмотреть дальнейшую, вообще, что с ними случилось. Между тем, сотрудники департамента охотничьего хозяйства в этом году на месяц раньше начнут традиционную подкормку лесных животных. С прошлого года также внесены изменения в закон об охоте Якутии, согласно которому подкармливать диких животных могут и охотники, за счет чего им выдадут разрешение на лимитированные виды охотничьих ресурсов. Там есть свой порядок, они могут предоставлять территориальные подразделения фото, видеофиксацию с геолокацией и совместный выезд с инспектором территориального подразделения. А чем подкармливают? Подкормка в основном ведется сено и веточный корм, а также комбикорма и соль, минеральное удобрение. Противостоят якутским холодам и животные зоопарка Артодойдо. Несмотря на то, что с кормом проблем нет, для облегчения их жизни вольерных животных перевели на усиленный рацион. Для копытных это в волю сена, сенаж добавляется, ветки. Вот, конечно, такие корма, как комбикорм, зерновые различные. Вот. И для хищных животных это также усиленная рыба и мясо. Вот витамины, естественно. Люди скооперировались для спасения животных. Ведь когда на улице за минус 50 единственной энергией для борьбы с холодом становится тепло и, конечно же, пища. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.